Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и беседуем с интересными гостями. Сегодня у нас потрясающие гости. Я очень рад приветствовать в нашей студии директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, художника, общественного деятеля и вообще. Вот. И главного редактора «Украинской правды», самого авторитетного украинского издания Севгиль Мусаева. Салям алейкум. Но это еще не все. У нас на проводе, точнее на скайпе, совершенно заслуженно висит корреспондент агентства «Униан» в Москве, единственный журналист, который постоянно находится в столице страны-агрессора, Роман Цымбалюк. Привет, Роман. Привет, Айдар. Вот, ну теперь, вот и на каком прекрасном фоне. У нас тут только чуть голубенькое, у тебя желтенькое. Вот. Вот так мы будем в таком режиме. Если вы не против, я бы хотел, чтобы разговор был очень свободный. Мы будем обсуждать много всяких тем. И так как нас много, я думаю, что можно друг друга спокойно перебивать. И так будет только интереснее. Да. А Севгиль имеет право перебивать всех абсолютно. Вот. Так что мы будем подчиняться. Вот. Значит, конечно, первая тема, которую я хотел бы поднять, она всем, наверное, ужасно трагично отозвалась в каждом из нас. Это катастрофа, это даже не катастрофа, неправильно говорят, это уничтожение. На самом деле называется уничтожение украинского самолета иранской ракетой, точнее российской ракетой. И кто там сидел за рулем этой ракеты, за пультом непонятно. Но мы все видели, как это происходило. И достаточно странная реакция была у представителей украинской власти. И ты об этом писала, Севгиль, тоже, да? Вот что тебя удивило, что было не так в этой истории с первых дней после катастрофы? Я думаю, что проблема в том, что большинство представителей власти были в отпусках на тот момент, да. И поэтому такое вообще может быть на связи как-то вообще? Это вопрос, да, в принципе, время такое, да, отпускное, но кто-то должен оставаться на хозяйстве все равно. Кто, кстати, в этот момент был на хозяйстве? Мне кажется, пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Не знаю, честно говоря, не знаю, но я знаю, это уже понятно, потому что появились фотографии, которые только можно, по-моему, в этом году. Все украинские бывшие чиновники были зафиксированы в местах отдыха, что, конечно, тоже говорит о многом на самом деле. Вот. Но это уже для любителей каких-то конспирологических версий и так далее. Вот. Но в любом случае, мне кажется, что это отсутствие опыта реакции на кризисные ситуации. А это самый настоящий кризис. И даже правительства успешных стран на кризисы учатся реагировать, и это всегда вызов, это всегда сложно. А у нас нет ни аналитических центров, ни людей, которые способны каким-то образом принимать решения. Вот сегодня я, например, где-то 1,5 часа назад общалась с человеком, который сказал, например, что когда Кабинет министров принял решение отправить вот эту группу людей, экспертов на место трагедии, банально у них не было места даже, где остановиться, командировочные не были выписаны и так далее. То есть их просто отправили туда, это вот рассказывали они сами. И, а вот с таких вот мелочей начинается на самом деле все. То есть дезорганизация. То, что не был объявлен день жалобы, да, день траура, сразу же это нужно было делать, это абсолютно понятно. Погиб украинский самолет, погибли украинские граждане, это огромная трагедия для гражданской авиации Украины, это самая большая авиакатастрофа в истории украинской авиации гражданской. И у нас президент объявил траур только когда уже прилетел из Омана, причем летел он 14 или, я не помню, 16 часов, что тоже вызывает очень много вопросов, почему так долго. Хотя, мне кажется, там логичным объяснением будет то, что искали, скорее всего, чартерный рейс. И чартерный рейс в это время года очень сложно найти. Я прошу прощения, ближайший у президента рейс... Украины нет своего самолета? На самом ты же понимаешь, что для того, чтобы выписать самолет, да, как бы государственный самолет, он же поехал туда с получастным, полуофициальным визитом. Банковая утверждает, что это был официальный визит. Я так понимаю, сопряженный с отдыхом. И тут уже вопросы, какой версии верить, официальный или полуофициальный. Когда такая ситуация происходит, самолет президента вылетает за ним. Для того, чтобы
но нужно получить разрешение на перелет над всеми странами. И это ты понимаешь, что это 6 часов туда лету где-то и 6 часов обратно, и это усложняет тоже ситуацию. Вот, я думаю, что, скорее всего, проблема заключалась в том, что искали какой-то ближайший свободный чартер, а это действительно очень проблематично в это время года, поскольку это период отпусков, и люди пользуются услугами чартерных компаний, и, скорее всего, была в этом загвоздка. Но это никто, естественно, не коммуницировал. Но вообще в таких кейсах, и мы их тоже изучали в прошлом году, вот я когда училась, всегда в Гарварде, да, всегда есть выработанные механизмы реакции, поэтому меня так это и расстроило, и растрогало, потому что нет поставленной системы реагирования. То есть есть какое-то такое ощущение, что не осталось человека там, не знаю, в МИДе или где-то, который просто помнит эту инструкцию. Но я даже, честно говоря, не буду говорить уже даже о заявлении посольства Украины в Иране, которое было сделано через 2 часа после трагедии, что это технические причины. Кто тянул за язык вопрос? Это удивительно, что в этой ситуации, в кризисной ситуации, лучше всех себя повела компания МАУ, на которую, на самом деле, да, мы все очень много критикуем его. Все ругают МАУ, и так далее. Но вот в этой истории они показали просто пример того, как реагировать. Все начали хвалить МАУ за самое адекватное. Ну, вообще-то, знаете, Саш, вообще-то МАУ безаварийная компания. Вот, блин, плевать там через все плечи, это же катастрофа, это уничтожение самолета. МАУ не было летальных, не было смертельных рейсов. Ну, потому что эта компания и вообще украинская гражданская авиация славится тем, что они очень внимательно относятся к безопасности. Я это еще знаю, потому как Украина там в ИКАО, в общем, какие они меры предпринимают, и действительно они обеспокоены, озабочены вопросами безопасности очень-очень сильно. Ну и в целом то, что они сразу сказали, что это был новый самолет, мы только в 2016 году его купили, это был очень опытный экипаж, это были очень опытные летчики, потому что Тегеран это сложная территория для... Но они сказали правду, которая, собственно, отсекала остальные версии в уме любого человека. Вот я прошу прощения, но даже до такого неуча авиационного, любого, как я, дошло почти сразу, что что-то не так, что он сам упасть он не мог точно, и что это было принудительное прерывание полета. Мы должны еще в том числе понимать обстановку того вечера, той ночи, когда они начали стрелять по американским базам. Обстрел американских баз военных, и на этом фоне происходит авиакатастрофа. Но здесь, по-моему, логичные выводы можно было сделать уже изначально. И даже из того видео, которое было опубликовано в тот же вечер практически. Саш, я хочу, чтобы ты человек не политический, но человек аналитический. За всем следишь, все наблюдаешь и много чего комментируешь. Вот как с твоей стороны должны были себя вести наши власти в этот момент? И вообще, что хочешь, об этом и говори. Я... вижу все эти отсутствие профессионализма во многих вопросах, отсутствие, не судите компетенции власти, но то, что сказала Сергей вначале, то, что очень часто украинские власти ведут себя как дилетанты, это не первый случай. Да? Не будем углубляться. Там была когда-то модная фраза Гавела о том, что лучше 5 лет ошибок, чем 5 лет саботажа. Но не хочу анализировать общее отношение к тому, как действует украинская власть, но 5 лет ошибок пошли. Ошибки есть, их много, они иногда просто детские. А вот реакция на ошибки, ведь человек любой разумный отличается тем, что каждый совершает ошибки. Я, ты, она, все, да, и государство, и ведомство, и так далее. Суть в реакции. Зеленский иногда реагирует и исправляется. Надо отдать ему должное. Здесь, очевидно, были задействованы какие-то еще
мотивы, которые нам неизвестны. Ну почему? Вот никто не может ответить на этот вопрос, почему Трюдо говорит, канадский премьер, почему говорят все уже, а наши молчат. Причем молчит и президент, и... У нас слабая страна. Но при этом очень удивительно, что спустя два дня выходит публикация Washington-Post, где Данилов, глава СНБО, говорит, что мы изначально знали, мы все понимали, но мы об этом не слабая говорили. страна. Они испугались проявить сильную позицию. Очевидно, они ждали, пока Иран под давлением фактов сделает это первым. Мне кажется, что в том числе это зависит от советников по внешней политике, и мне кажется, очень мало людей, которые понимают этот регион, вообще Ближний Восток. И поэтому в том числе, наверное, не были сделаны какие-то выводы и так далее. А с другой стороны, возможно, какие-то сработали там механизмы, которые касались того, что Иран может там не пустить людей на место катастрофы. Ну, типа, повести себя неадекватно, да? Да, или типа, может... с Востоком дело тонкое, надо вот как-то вот так вот. Ну, да? слушай, действительно, Иран это очень это специфическая страна, да, мы прекрасно понимаем. И, может быть, здесь они действительно захотели каким-то образом сострожничать. И я думаю, еще была боязнь разозлить Россию. А почему разозлить Россию? Потому что первая реакция России на то, что Иран признал свою вину, была слабаки, бабы и тряпки. А мы бы никогда не признали. То есть, страна построена на лжи, на постправде. Но в том числе я хотела сказать, что российская пропаганда после того, как появились первые сообщения о том, что самолет сбит российской ракетой к СИРам, да, корпусом стража исламской революции, они заявили, что начали опрос военных экспертов, которые говорили, что это все ерунда, это все саботаж, это все неправда и так далее. Незримо в студии присутствует на радикально-желтом фоне Роман Цымбалюк из как раз того самого прекрасного города. И логично мы подошли в нашем обсуждении к теме реакции Москвы на все это. Здесь мы, естественно, ее не слышим, и кроме как от тебя, из твоего YouTube-канала, из твоих материалов узнать неоткуда. Ты на прямой связи у нас. Расскажи, как это виделось оттуда, что они говорили и какие из этого ты лично сделал себе выводы. Очевидно, на первом этапе российская информационная машина искала себе партнеров в клуб стран, которые атакуют пассажирские самолеты. И, естественно, от какого-то безумного количества так называемых военных экспертов до людей на уровне заместителей Лаврова начали говорить о том, что доказательств нет, ничего не ясно, версия об атаке самолета-ракеты, она не выдерживает критики и так далее, и так далее. Вообще, Россия, она в данном случае, наверное, такой хрестоматийный пример, который можно вписать в учебники, как они управляют ненавистью и имеют фактически вот этот пул из десятков говорящих голов, которые могут обозначать и озвучивать на всех крупнейших российских площадках в той или иной степени одну и ту же версию. И вот это как раз было очень хорошо видно. А вот если позволите, когда ты находишься за границей, особенно в России, всегда хочется нашего президента защитить, независимо от его фамилии. Так вот, может быть, все-таки наши власти в связи с тем, что они с одной стороны не ожидали, что каникулы так закончатся, а когда вопрос уже стал решением этой кризисной ситуации, то просто надо задаться вопросом, а что, если бы президент Украины первый заявил о том, что это была ракета, это что, каким-то образом бы вернуло погибших наших людей из самолета? Нет, и в такой ситуации выход какой? Вернуть тела и получить компенсацию. Можно, конечно, назвать эту страну террористическим государством и так далее, но когда стоит вопрос, ты хочешь получить результат какой-то в этой ситуации или что? Поэтому просто, когда проваливается коммуникация изначально, начиная от Нового года, заканчивая доктором Албаном,
я так понимаю, президент Украины лично задержал нарушителя украинской государственной границы. И когда это все в кучу собирается, понятно, что люди просто не верят. Скажи, пожалуйста, ну вот они действительно, как Александр Ройбус сказал, они расстроились, что Иран признался, да, они бы хотели бы дальше, так сказать, такого друга прекрасного иметь. Вот, они действительно осуждали Иран за признание? Или что? Какая реакция на иранское вот это решение? Взять на себя? Ну, здесь мгновенно этот факт был учтен, и они развернули эту картинку таким образом, что все равно виноваты, естественно, Соединенные Штаты. Они, кстати, тоже виноваты в том, что Россия напала на Украину. И здесь как бы очень быстро прошла корректировка позиции, причем дальше этот же тезис озвучили все те же люди, которые говорили о том, что невозможно предположить, что это была ракета. Но не только невозможно предположить, это была русская ракета, и даже более того, говорят, 2 русских ракеты, да? Вот как они... Или они молчат об этом? Установка. Они молчат об этом или подчеркивают, что это наше оружие, они же любят хвастаться своим оружием там, и так далее? Нет, на самом-то деле, вот если мы говорим вот о состоянии дел на сейчас, то фактически эта тема, она уже ушла из повестки дня. Они об этом практически не обсуждают, и сейчас тут повестка дня изменилась, тут ливийский конфликт, Меркель здесь была, поэтому как бы это уже не является топ-новостью для Российской Федерации, и в принципе тут нет ничего удивительного, потому что они работают всегда по одному шаблону, который касается Украины. Вот его можно так проиллюстрировать на таком примере. Вот помните, когда решался вопрос о предоставлении безвиза, то вся российская пропаганда просто визжала. Все там говорящие головы, что этого не может быть никогда. А когда это произошло, тут ставится точка, и об этом вообще не вспоминается. И здесь, соответственно, когда они обожглись на, ну, по сути, на том, что показали, что российскую общественность или российского зрителя по сути обманывали, они эту тему сейчас не педалируют. Вот смотри, Ром, у тебя тонкое чутье, ну, чтобы это понимать, надо находиться там, да? Вот тональность, вот эти эксперты военные и так далее, не было ощущения того, что они априори заранее свою вину какую-то потенциальную заглаживают. Не был ли там русский экипаж машины боевой, там, да? Не были там инструкторы. Вообще-то русские ракеты уже, они без инструкторов, наверное, не существуют. Это, конечно, предположение, но не было ли такого ощущения, что они отмазываются заранее, как бы еще даже не знаю, как Иран будет реагировать, свою линию обороны выстраивают на всякий случай, чтобы на них никто не подумал, грубо говоря. Ну, возможно, на первом этапе вот эта информационная политика, она или координировалась, или каким-то образом просто попадала в унисон друг с другом, потому что Иран первые дни тоже, как бы они там придумывали историю о том, что там двигатели загорелись. И, кстати, с точки зрения как бы российского пропагандиста, можно сказать, что это правда, если не говорить причину, почему он загорелся. Но если не говорить о том, что туда попала ракета и двигатель загорелся, то, ну, это же как бы факт. Но вот по этому поводу, непосредственно российского присутствия военного, здесь акценты я не заметил этого. Тем более, ну, при том, что Россия и Иран являются союзниками, там, допустим, в той же Сирии, и вообще у них там достаточно тесные отношения, я бы не сказал, что хоть раз тут как бы были такие размышления в принципе о российском военном присутствии в этой стране. Угу. Вот я хочу, чтобы мы все вместе обсудили такую тему. Все-таки медийный мир, он такими управляется какими-то определенными ниточками. Вот появляется фотография Зеленского в отпуске в государстве Оман. Ну, странное государство, ну, никому, наверное, не приходило в голову здесь сидящих отдыхать в Омане. Ну и что я про него знаю, что туда русские офшорные ребята ездят, потому что там, ну, после того, как в Швейцарию уже нельзя, они там тусуются, там можно тратить, там хранить и так далее. Вот это такое, ну, очень экзотичное место для отдыха, да, вот.
И тут же появляется фотография, где президент Украины снят за столиком в кафе, и появляется оно на сайте Страна.ua, которая, ну, славится своей близостью, скажем так, к российской точке зрения. Вот как ты думаешь, это была такая спецоперация? Как это происходит? Почему нигде больше этой фотографии вообще не оказалось? То есть, если простой человек снимает, он тут же, ого, увидел президента, раз там в Инстаграм выложил и так далее. Нет, именно так. Вот твоя версия просто, я понимаю, что ты не знаешь. Вообще, я предполагаю, что наша властная команда, они люди еще не искушенные в политике и, очевидно, живут в режиме 95-го квартала. Я не хочу как бы иронизировать по поводу предыдущего места работы, но смысл в чем? Что если ты становишься президентом, главой СБУ, занимаешь такие серьезные должности, от которых зависят судьбы людей, то и вести себя нужно по-другому. Если российская пропагандистка Ольга Скобеева может дозвониться Зеленскому на мобильный телефон, то это как минимум говорит о том, что президента Украины очень плотно ведут, отслеживают не только его контакты по мобильному незащищенному телефону, но, очевидно, по этому мобильному телефону смотрят, где он находится. Не говоря уже о том, что, ну, как бы, я не знаю, насколько это реальная версия, что какие-то переговоры были с россиянами в этом Омане. Ну, как бы тут можно говорить на уровне предположений, но в принципе это такая достаточно распространенная в России практика, когда они какие-то тонкие вопросы обсуждают на нейтральных территориях, и в том числе с украинскими представителями там разного уровня, от депутатов до этого. Поэтому, когда люди не осознают всю степень ответственности за страну, извините, буду говорить абсолютно прямо, мы получаем такие результаты. Потому что если ты президент 40-миллионной страны, то, ну, наверное, проводить, как это, или осуществлять чуть ли не государственные или официальные визиты за свой счет, наверное, это неправильно. Я сторонник подхода, что президент Украины должен быть настолько крут, что он всегда должен летать на своем самолете, на котором на фюзеляже гордо написано слово «Украина». И у него не будет тогда проблем с чартерами. Да, оставайся на связи. Ты в любой момент можешь прервать, ворваться в нашу беседу, вот, просто сказав по пару слов, так сказать, из Мордора. Вот. И вот как, Саш, как художника хочу спросить. Вот все-таки есть такая тонкая материя, которая называется вкус или, скажем так, эстетика. Чувство меры, эстетика. Вот такие вещи художники очень тонко чувствуют. Вот мне было лично, ну, хорошо, я не буду мнение высказывать свое, но вот когда я вижу, в Куршавеле сидит наш глава службы безопасности, ну, что такое Куршавель? Я жил в России, мы все эти годы, все газеты писали про похождение русских олигархов в Куршавель. Это просто Куршавель, это просто равно как Сочи. Вот прям как Сочи было, да? Вот чтобы понимание россияне, что такое Куршавель, это Сочи для богатых, да? Кто вот действительно жизнь удалась, да? Потом Оман тоже очень странная история. Потом это молчание, это перелет, все. Вот как это эстетически выглядит вообще со стороны? Ну, я бы немножко такую область как это? Компрадорство? Нет, компромиссики. Да? Чего? Компаровистика. Ну, сравнение, да? Таких слов. Компарористика, я понял. Да. Компаративистика. Да. Он я умный. Не пугай зрителей. Да. Давайте вспомним предыдущего президента. Давай сравним две эстетики. Да? Эстетику Порошенко. Нет, я про Мальдивы и Оман. Я считаю, что работа президента очень нервная. И я за то, чтобы, когда вся страна бухает, президент страны, вне зависимости от того, как его фамилия, когда в стране вот полное такое вот украинский Рамадан, да, от католического Рождества до Крещения, страна парализована, ну, президент на неделю чуть-чуть восстанавливает нервы, мы себе представляем, какой там режим работы. Отдыхает, это нормально. Но вот общая ошибка была и Порошенко, и Зеленского, это не надо прятать. Но Порошенко было простительнее. Зеленский сам часть своей кампании построил на отдыхе Порошенко на Мальдивах. Да. Зачем прятаться?
действительно, зачем прятаться? Скажи, я ухожу в отпуск. У меня есть деньги, я лечу с женой, детьми и с друзьями. Я ухожу в отпуск. Это совершенно нормально. Для человека быть вот каждый гражданин Украины имеет право на отдых. Кстати говоря, Саша, даже в странах некоторых, по-моему, есть такая практика, что президент официально объявляет об отпуске, конечно, и парламенту, что такой премьер. Обязан отдыхать, да, потому что... Ничего в этом нет. Ну вот смотри, опять закрылся. А чего тогда не сказал? Скрыл, потому что это шикарный отдых, а ты въехал во власть на велосипеде, да? Или скрыл, потому что там что-то было? Вот уже додумки идут. По встрече с Сурковым, я читал даже на Цензор.нет заметку, что, вот, понимаешь, вот это же все... Не знаем сейчас, что Нет, конкретно конечно, его привело в Оман. Я думаю, что, скорее всего, все-таки это такое место, где, есть вариант поехать в Дубай, но тогда можно, знаешь, это как на выставку сходить. Ну да, там идешь... Оман более закрытый. Оман более закрытый. Самая закрытая страна региона. Я помню даже Советский Союз, который дружил со всеми арабскими странами в мире, официально его главным врагом была даже не Саудовская Аравия, которая его не признавала, а Оман султана Кабуса, вот, который недавно скончался. С 80-х годов, я помню, ругань в адрес Омана. Мы бы не вспомнили себе это. Ну-ка расскажи, какая у нас такая история отношений с Оманом Советского Союза? Там рядом были какие-то государства, избравшие не капиталистический путь развития, да, тоталитарные, вот, которые конфликтовали с Оманом. Я не помню все. Но я вот помню, что с детства, что Оман — это страна, которой правит плохой султан Кабус. Который умер, это вот буквально. Да, он 50 лет правил, по-моему. Или 40. 40, да. Ну, нормально. Вот смотри, президент уезжает, его фотографируют тут же. Но странно было, да? Вот просто я когда вижу, я думаю, Владимир Александрович, ну ты же правда думаешь, что ты в футболке и вот в очках и не узнают, что ли? Ну это просто даже не смешно. Это какая-то... Что это такое вообще? Ну, пофиг. Нет, мне кажется, просто непонимание того, что вот президенту 40-миллионной страны невозможно спрятаться и провести отпуск в тайне. Пусть даже это будет какая-то, все равно это все можно... уже все сказали, да, его действительно ведут. Мне кажется, можно было вынести какой-то урок из истории с Мальдивами Порошенко. Ну, знаешь, и 100 чужие уроки никто не... Так, нет, так он же сам это против Порошенко использовал. Да? За что он были в том числе стендапы в вечернем квартале, которые касались Мальдив. Я надеюсь, что следующий отдых президента Украины, какова бы ни была его фамилия, и следующий отпуск Зеленского будут легальными и прозрачными. Может быть, из соображений безопасности, он не хотел называть место, куда он летит. Чтобы ходить не окруженной охраной, да, Но мы же увидели, что тут же сфотографировали. Да. Он же в отеле поселился, не на вилле отдельной. Он в отеле, в общественном, это же в общественный отель, да? Конечно, что там, да, естественно, там русские богатеи какие-то, не знаю, отдыхали, щелкнули. Потом, у меня убеждение личное, что вот эту фотографию получил ФСБ, и, возможно, сделал ФСБ, и они решали, куда ее отдать. И отдали вот туда, куда отдали, на сайт «Страна.ua». И они могли отдать ее, например, в Шарию, они могли показать сами через Life News, но у них есть там формальная такая вещь, пришли фото, получи бабки за это дело, только приложение, да, вот. Нигде в соцсетях этого не было, и сразу появляется на таком, понятно, каком ресурсе. Это что? Это может быть предупреждение Зеленскому о том, мы все держим под контролем. Там, и это тоже. И, если вспоминать, допустим, Кучму, то самые громкие скандалы времен его правления следы ведут в Москву. Имеется в виду и дело Гангадзе, и Кольчуга. Да. То есть президентов Украины ведут. Ведет ФСБ плотно. Конечно. Рассорить с Западом, сделать мир рукопожатым на Западе, это то, что в случае с Кучмой им блестяще удалось. Я не знаю, какие у них сегодня цели Зеленский. Пока что они играют с ним, Путин, я так понимаю, доброго следователя. Я не думаю, что Путин по природе своей может быть добрым. Поэтому,
Может быть, Зеленский считает иначе. А вот тогда можно ли предположить, по крайней мере, ну, исходя из вот этой логики, да, игры в доброго, злого, угроз, вот этих показательного слежения звонков, звонки на телефон, они же показывают ничтожность защиты, как бы, да? Мы тебя вот везде знаем, где ты и в случае чего. А можно ли предположить, что, и учитывая опять 2 ракеты, как говорят, да, что летали через каждые 30 секунд взлетали самолеты? И что попали именно в украинский рейс. И попали 2 ракетами. Это могло быть предупреждение Зеленскому, что... Ну, это тоже, это мы уходим в область конспирологии. Я не думаю, что такое возможно. Ну, иногда бывает это все по какой-то чудовищное стечение обстоятельств. Это могло быть и спонтанно, если был русский экипаж, российский. Это... Иглы или чего? Тор. Да. Если был русский экипаж, это могла просто взыграть органическая ненависть к Украине, которая культивируется в России последние 5 лет. Мы должны же понимать, что это какая-то база, с которой была выпущена ракета, она находится достаточно далеко, и просто оператор, который отсматривал, я так понимаю, заметил. Ну, как можно было спутать? Они каждые 30 секунд, Сергей, по одному и тому же маршруту на Европу вылетают самолеты, по одному коридору. Я думаю, что в эти дни было меньше полетов. Нет. Были полеты, и практически никто не закрывал. И сегодня, кстати, по-моему, на УП или где-то была новость о том, не на УП, где-то я видел на канале серьезного человека, что телеграм-каналах иранских, а там, это принято, у них такая телеграм-культура серьезная, давнишняя, еще с зеленой революции 9 года, пишут, что небо над Тегераном и Ираном не закрывали специально, потому что считали, что это может быть дополнительным живым щитом от возможного ответа Америки в случае попадания ракеты на американскую военную базу в Ираке. Вот такую версию иранцы пишут, как бы на полном серьезе, с данными из правительственных кругов. Не знаю, но на самом деле очень многие авиакомпании не отменяли рейсы. А никто не отменил? Кто отменил? И все летели, и все. И это, на этом, не знаю, я не верю в какой-то злой умысел и в то, что какая-то конспирологическая история, связанная с Россией. На этом месте мог оказаться любой самолет, но почему-то по какой-то чудовищной случайности это был украинский лайнер. Ром, присоединитесь к нам, пожалуйста. Вот скажи мне... Я не знаю, вот с каким чувством россияне, вот пораженные этой болезнью ненависти и так далее, вообще восприняли это? Там так украинцам и надо, или там и молодцы наши там стрелки, я не знаю. Какой спектр мнений среди пораженного этого общества и властей, может быть, каких-то военных экспертов вот этих вот, которые выражают часто то, что не может сказать сам Путин или не хочет говорить там его окружение? В данном случае какой-то личностный аспект, он практически не затрагивался. И, понятно, есть паблики, где украинцев называют плохими словами и очень радовались тому, что погиб украинский самолет. Но подчеркну, здесь именно вот в такую плоскость, правильно ты скорбишь или не скорбишь вообще, это не переворачивалось. И я бы вообще не старался бы уходить на такой путь, чтобы пытаться рассмотреть эту ситуацию в принципе с человеческой точки зрения, эмоций и так далее, и так далее. Конечно, возможно, все что угодно, но, очевидно, это стечение обстоятельств. И, чтобы такую схему проработать, и увязать все, и Оман, и Зеленского, и атаку по пассажирскому самолету, я не знаю, наверное, бывают какие-то очень крутые и умные спецслужбы, но если ты планируешь такую сложную схему, обязательно что-нибудь пойдет не так. Мне так кажется. И вообще, если вернуться к президенту Украины, то тут есть такая интересная тенденция, что с одной стороны Зеленский, понятно, как глава украинского государства, это касается любого человека с любой фамилией на такой должности в Украине, он под жестким прессингом критики, его шаги рассматривают под микроскопом, разбирают все, что присуще свободному обществу. И Кремлю нужен президент Украины, который висит на волоске.
и держится на волоске за власти, и его кресло должно шататься до такой степени, чтобы у него был всегда соблазн попросить эту, ну, как они тут называют, помощь братского или одного народа. Обычно это заканчивается Ростовом, но тем не менее, это, как бы, мне кажется, очень нужно понимать. И вот я уверен, что вот эти вот фотографии Зеленского, это не туристы делали. Вот здесь как раз работали профессионалы, которые понимали, чем они занимаются. И вот когда публикуют такие вещи, это все влияет на рейтинг президента. И вот интересно даже посмотреть вот ближайшие замеры после нашего украинского Рамадана. И потом этот вот смотри, вопрос... У Сергея Мусаева есть что прокомментировать на твою реплику, вот последнюю, но все-таки я хотел бы, вот Саша начал это смысл, что делает Путин с Зеленским, как он себя с ним ведет. Саша предположит, что вот, сейчас у него период доброго следователя, хотя добрым Путин быть не может, тут понятно, да? Вот какая стратегия? Вот что? Есть там вариант А, вариант Б, там, подчинение, там, запугивание, обведение вокруг пальца, условно, да? Ну как они могут это предполагать себя? Они себя богами считают, да? Либо там шантаж, расшатывание украинской политической системы. Вот можешь коротко, там, ну, минуты на 2 сказать, вот, какая цель, стратегия Путина в отношении Зеленского? Значит, размышления на тему, что Путин добрый к нему или еще какой-то, они не оперируют такими категориями. Они оперируют категориями интереса российского государства. И на данном историческом этапе они его рассматривают исключительно создание на этой территории свободной Украины какого-то там неконтролируемого гуляй-поля, чтобы получить возможность в конечном итоге назначать гауляйтеров на эту территорию, как они делают в Донецке, в Луганске или в Крыму. Вот, собственно, и все. И думать, что вот он там какие-то человеческие в нем есть качества, это большое заблуждение. Если администрация, или, как сейчас модно говорить, офис президента живет в этих иллюзиях, они обязательно обожгутся и проиграют. Достаточно, еще раз, вообще-то президент России, он эти вещи артикулирует прямо на публичных мероприятиях. Кстати, вот посмотрите, что он сказал на пресс-конференции с Меркель. Он сказал, что мы поставили задачу во время встречи в нормандском формате в Париже. Задачу. То есть он поставил задачу, и дальше он рассказывает о том, что мы должны менять Конституцию, признавать оккупационную администрацию. То есть он разговаривает с Украиной как с улусом, с колонией, да, своей? Как с покоренным государством, которое вот-вот должно подписать капитуляцию. А мне почему-то кажется, что такие предположения, они преждевременны. Ну, в общем, либо капитуляция, идеальный вариант, либо хаос и гуляй-поле, так? А одно вытекает из другого. Потому что государство, как только ослабеет государство до такой степени, что не будет человека, который легитимно может отдать приказ всем силовым структурам, всем танкам, пушкам и самолетам стрелять по захватчикам, тогда они воспользуются этой ситуацией и, собственно говоря, повторится эффект 2014 года. Просто тогда, когда начинался Майдан, я думаю, что никто ни в украинском обществе, ни простые люди, ни наша, какая бы она ни была, политическая элита, не могла предположить, что вот история там с нашими революциями, нашими какими-то бардаками или какими-то нашими радостями, что она может быть использована вот так. И если до сих пор люди будут думать у нас, особенно принимающие решения, что Украина это как Исландия, ну в смысле не как футбольная команда исландская, о чем когда-то говорил президент Украины, а остров, которому ничего в принципе не грозит, и можно и в НАТО не вступать, потому что и армия в принципе не нужна. Ну что, ты ж не будешь с тюленями воевать. Поэтому это, мне кажется, вот самое важное. Вот много есть еще добавить у Севгиль Мусаевой. Она все время реагировала на то, что ты говоришь. Что есть? Я даже вот думаю, с чего бы начать. Ну, во-первых, хотела бы сказать, что относительно замеров, да, которые будут и которые мы увидим,
это, скорее всего, скажем так, пожелание к власти, пожелание к офису президента. Я знаю, что в команде Зеленского очень внимательно отслеживают все социологические опросы, и в том числе коррелируют свои действия под социологические опросы. И я бы очень хотела, чтобы офис президента нынешнего, да, учился на ошибках предыдущей власти. И когда Порошенко уже понимал, что он проигрывает выборы, он собрал всех активистов, гражданское общество, и когда его спрашивали, в чем главные ваши ошибки, он сказал две вещи: коммуникация и кадровая политика. Мы сейчас видим, как Зеленский наступает на одни и те же грабли. Он думает, что здесь я не сказал, как бы здесь я не объяснил обществу это, там связанные вопросы, которые были с обменом пленных, потом здесь я не объяснил, что я делал в Омане, а здесь мы, в общем, провалили вообще абсолютно коммуникацию относительно топовой новости, которая была во всех мировых СМИ, и Украина вообще никакую позицию не давала. То есть мы там признали, что это была ракета уже после того, как Иран уже даже сказал, что это ракета, уже сами они так говорят, да, это была ракета, и только после этого появился стейтмент от офиса президента, что это... Просто это все накапливается, друзья, и это будет иметь за собой последствия. Как бы вы этого хотели, не хотели. Я же говорю, что если вы не научитесь коммуницировать и объяснять обществу активной его части, потому что за активной частью потянется другое. Что касается стратегии России, что она делает, да, мы прекрасно видим абсолютную критику Зеленского каналов группы Медведчука, например. Об этом хотел тоже поговорить. Да? Они же за него взялись серьезно. Но да. Это круглосуточное вещание, посвященное исключительно тому, что делает Зеленский, каждый его шаг. Критика постоянная, абсолютная критика. И это же делается не просто так, это делается для того, чтобы подорвать доверие, подорвать рейтинг его. Да? То есть что мы делаем, когда у нас высокий рейтинг власти? Мы его подрываем за счет телевидения. Рано или поздно к этой истории могут примкнуть еще украинские олигархи, которые владеют украинским медиапространством. Да? И что тогда будет делать там? Ну, Зеленский — это вопрос. Поэтому если у меня реальная просьба, да, вот у него какой-то такой принцип, да, у Зеленского, у президента, мы своих не сдаем. Но, по-моему, уже пора бы делать какие-то выводы кадровые. Но вы же их не на мясо сдаете, я прошу прощения. Нет, но понимаешь, нужно делать какие-то орг-выводы по результатам этого кризиса. Да, вообще обо всем я говорю. Я говорю, при чем здесь пресс-секретарь? Если бы проблема была только при секретаре. Проблема комплексная, и проблема в том, что нет понимания вообще, что делать и как дальше. Вот я так понимаю, что вот в случае с Россией, да, там ключевую позицию переговорную там занимает советник Зеленского Андрей Ермак, который до этого был продюсером и так далее. Сейчас это человек, который, в принципе, отвечает за внешнюю политику, в том числе говорят, что Пристайка — это министр при Андрее Ермаке. Да? У Ермака политическая позиция заключается в том, что нужно начать с России все с чистого листа и как бы и молчать, и заодно молчать. То есть мы вот сейчас... Я не буду говорить. Не, почему не будешь? А зачем? Я присутствовал на встрече Not for Records. Там не такая капитулянская позиция. Нет, я не говорю, что капитулянская позиция. Я не говорю, что капитулянская позиция. Из того, что военного решения конфликт не имеет. Что договариваться надо, действительно. Это понятно, но вопрос на каких условиях и... Не капитулянская. То, что слышал, например. А просто я не знаю, честно, я, может быть, глупый. Где проходит граница этого, да? Вот. Я не знаю, как можно, на каких условиях не капитулянской с ними договориться. Они же наглые люди, они же все говорят, Рома говорит. Я знаю, что даже в команде Зеленского удивлялись его какой-то перед встречей в нормандском формате, да,
говорили, что Зеленский был убежден, что у него получится каким-то образом очаровать Владимира Путина. И это говорили люди, которые серьезно занимаются... Да, я абсолютно серьезно говорю. Мне говорили это мои собеседники, которые занимаются, которые отвечают за внешнюю политику в том числе. Они говорили, что у него есть какое-то убеждение, что он может очаровать Путина и договориться, и как-то вывести его на какой-то конструктив и на какой-то диалог. Я пытаюсь вспомнить, кто за все эти годы хоть чем-то очаровывал Путина. Я вот хоть артист какой-то, хоть кто-то. Ну, это понимаете, что это? Это говорит в нем, да, там, актер, артист, и он думает, что его природного обаяния, харизмы будет достаточно для того, чтобы как-то убедить такое политическое животное, как Владимир Путин, суперопытное, циничная, крайне циничная. Которая уже 20 лет, да. Причем человек с паранойей, с фантомными болями восстановить Советский Союз, это основа его матрицы, в которой он был воспитан в школе КГБ. Империя, Советский Союз надо восстановить. У нас что-то хочет Роман Цымбалюк добавить, мне кажется, про империю и Советский Союз. Ну, будем исходить, что никакой империи, точнее не так, они могут себя называть как угодно, главное, чтобы не трогали нас. И вот с этим не трогали самая большая проблема, потому что так не будет. И надо исходить из того, что ни при каких обстоятельствах договориться не удастся в принципе, ни посередине, ни каким-то другим образом. Мне кажется, что главная проблема, и вообще откуда взялся вот этот вот тезис капитуляция, не капитуляция, откуда эта акция? Потому что, несмотря на то, что президент Украины у нас избран достаточно давно, я, честно говоря, до конца не понимаю внешний курс нашей страны, куда нас ведет с точки зрения внешней политики президент Украины. Потому что, с одной стороны, вроде как НАТО, вроде ЕС, вроде бы все то же самое, если взять суть его слов, но как бы возникает масса вопросов. И вот если команда Зеленского эту коммуникационную проблему не решит, конечно, у них будет очень и очень много проблем. Но вот, насколько я понимаю, что сейчас они, ну, в смысле, украинская власть исходит из того, что для них мир — это фиксация сегодняшнего статус-кво, то есть де-факто передвижение границы как на востоке Украины, так и в Крыму, и дальше вот каким-то образом пытаться вести дела и с Россией, и заниматься собой, и так далее, исходя из того, что русские уходить с Донбасса и из Крыма на данный исторический момент не собираются. В этом логика есть, но мне кажется, что даже опросы как бы подтверждают, что в принципе общество готово на это согласиться. Но проблема в том, что они же этого не говорят, и никто не знает, куда они идут. Даже не так, они идут не сами, они идут вместе с нами. И это, мне кажется, настораживает больше всего и активную часть общества. И тут еще один такой момент. По сути, как раз офис президента хвастался, что Зеленский попал на обложку американского издания, где было написано, что Зеленский между Путиным и Трампом. И ну, как бы это такой большой геополитический расклад. Но получается, что Зеленский, он и в Украине тоже между. То есть люди, которые готовы воевать за Украину, и те, которые готовы ее сдать и привести сюда на российский флаг, все им недовольны. Потому что, по сути, ключевые вещи он не артикулирует. И вот это вот самая опасная, мне кажется, тенденция, потому что почему у Медведчука, я так понимаю, просто бездонный или как этот безлимитный кран на информационную деятельность внутри Украины. Все очень просто. Они хотят вследствие досрочных или срочных регулярных выборов занять место Зеленского и вытереть ноги об слугу народа как правящую политическую партию. По-моему, это очевидно, и они занимаются этим. И не просто так вот эти камушки, ну это уже не камни, в основном это там булыжники, сейчас они делают такой акцент, что он набрал этих лузеров и совсем глупых. Кстати, я не знаю, в свою команду
команду людей, особенно если мы говорим о составе Верховной Рады, не знаю, может быть, это недалеко от правды, его лично еще не раскатывают. Но я так думаю, вот когда закончится, если он пройдет следующий нормандский саммит безрезультатно, вот тогда как бы начнут уже выравнивать или укатывать в асфальт и обваливать рейтинг лично президента, потому что на нем, собственно говоря, на нем вся держится эта конструкция, и он у нас хоть и парламентская республика, но по сути он у нас ничем не хуже по полномочиям, чем Султан Омана. Ну, мы помним, как российские медиа буквально расстреливали Порошенко из-за дела и не за дело. Да? Я думаю, что технологии-то у них вообще отработаны. Все цели пристрелены, вопросов нет никаких. И методы. Но я хочу, да, уже осталось у нас 5 минут, да, вот давайте по прогнозу на этот год. Вот будет год потрясений, будет год болота, будет вот что будет, Саш? Ну, вот ты как художник, ты же далеко видишь, там линия горизонта, вот это все. Я хочу, чтобы я так вижу. Чтобы это был год, как говорил Виктор Федорович Янукович, покрашенный, но без иронии. Я хочу, чтобы сдвинулось с мертвой точки что-то. Я хочу, чтобы были проведены какие-то реформы в стране. Я хочу, чтобы заработали те институции, которые должны работать. В частности, то, что меня интересует, да, это культура. Мне импонирует много из того, что затеял министр культуры. Я думаю, что я хотел бы, чтобы у него получилось. Я хотел бы, чтобы у экономики получилось. Что будет, я не знаю. Я не Баба Ванга. Я хотел бы, чтобы получилось. Я хотел бы, чтобы у страны получилось. В этом смысле всеобщая такая ненависть всех ко всем, война всех против всех, волны ненависти. Вот в Фейсбуке, в сетях это заметно. Мы стали непримиримы, нетерпимы друг к другу. Да. Это рай для русских. Да, просто нужно научиться уважать чужую точку зрения и считаться с тем, что я не голосовал за Зеленского. Но его выбрал народ страны, с которой я себя отождествляю. Все. Был Янукович, я о нем говорил, что это не мой президент. О Зеленском я не могу такого сказать. Я считаю, что его намерение искренне. Ну, а методы и что получится, сейчас Игорь Мусаев расскажет. Ну, я что могу сказать, наверное? То, что, конечно, мне бы тоже очень хотелось, чтобы получилось. Я всегда я за свою страну и преследую исключительно такие мотивы, чтобы Украина получилась, чтобы мы вырвались из этого действительно такого, как мы уже 6-й год находимся в состоянии кризиса, да, и это очень больно и для страны, и вот. Но я хочу сказать, что вот если говорить о внешнеполитической ситуации, то, к сожалению, для Украины это будет год турбулентности, потому что началось все с обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это будет лейтмотивом, в том числе, как мне кажется, этого года. В том числе нужно не забывать, что это будет год президентских выборов в США, куда Украина уже втянута из-за истории с телефонным звонком. И я думаю, что дальше эта ситуация будет каким-то образом. Дальше никуда. Слишком токсично. Я думаю, что в любом случае американские медиа будут эту тему каким-то образом далее педалировать. Хотя мне кажется, что будет и какая-то такая вот усталость в целом от Украины, потому что все внимание сейчас будет относительно... Вот мы потеряем мы свою субъектность в этом году по сравнению с предыдущими годами? Политическую субъектность? Ну, я бы вообще не говорила сейчас об украинской субъектности. К сожалению, мне очень страшно это констатировать, но у нас ее нет. Но это мое мнение. А она была? В каких годах она была? Давно. К сожалению. Ром, давай, как в суде, так сказать, ты же недалеко от Лубянки там находишься. Последнее слово, там, правда, не дают. Ты знаешь, последнее слово – это на суде, а Лубянка – это другая организация. Мы знаем, что ты исторически грамотный. Первое. Президент у нас один и общий для всех.
Мы все заинтересованы в нашей успешной стране. И успех президента Зеленского — это успех каждого гражданина Украины. Это первое, мне кажется, самое главное. Что касается внешней политики, я не сторонник вот таких вот тезисов, что там, субъекты, не субъекты. Страна является субъектом, если она экономически способна выполнять все обязательства самостоятельно, и у которой есть своя армия, и готовая эту страну защищать. И все эти вещи, несмотря на все наши экономические проблемы, они присутствуют, все работает. Властная вертикаль, извините за такую российскую дефиницию, она существует. И самое главное, чтобы в офисе Зеленского осознали, что тут на самом-то деле есть два пути. Или они избавляются от этих вот глупых иллюзий на тему, что мы там поулыбаемся и договоримся. Если они этого не осознают, то итог будет очень печальный. И исходя из того, что я сказал, для нас всех. Не только для президента Зеленского. Спасибо, Ром. Тут, правда, время уже подошло к концу. Севгиль про экономику не была с тобой согласна. Да. Да, но это еще поговорим про экономику. Огромное спасибо всем, кто с нами был, особенно, так сказать, узнику совести, в хорошем смысле этого слова, Роману Цымбалюку из Москвы. Спасибо большое Саше Ройтбруду, который из Одессы нашел время, оставил свой самый лучший в стране художественный музей и посетил, и говорил совсем не о художественных вещах. Но я тебе страшно признателен, мы тебя все очень любим, ценим и поддерживаем. И хрен облсовета вашего что получится с тобой, не сдадим мы. Ну а тебе? Ты у себя дома. Я, правда, пессимист такой немножко сегодня вышел. Есть такое, да. Ну ничего, глядя на тебя, мы все-таки будем более оптимистичны. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Всего доброго. Смотрите АТР всегда. Это бывает интересно.